о предварительных результатах расследования уголовного дела по факту коррупции при реализации проекта «Кумтор». Межведомственной следственной группой ведется расследование уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения «Кумтор». Следствием был проведен глубокий анализ всей хронологии событий, связанных с реализацией проекта золоторудного месторождения «Кумтор», и определены следующие направления расследования. Первый. 1992-1994 годы. Заключение Генерального соглашения с канадской компанией Камека, по которым к уголовной ответственности за злоупотребление в должностном положении привлечены бывший президент Акаев, объявлен в розыск, экс-премьер-министр Чингышев дал согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности. Экс-премьер-министр Апаз Джумагулов дал согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности. Экс-президент Госконцерна Кыргыз-Алтын Дастан Сарыгулов дал согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности. Экс-председатель комитета по реконструкции и развитию экономики Бринштейн объявлен в розыск. Что такое дал согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности? Объясняем. Эти должностные лица после следствия, после того, как мы им доказали, что они заключили генеральное соглашение невыгодное для нашей страны, они согласились, они признали свою вину. Но с истечением срока давности мы будем данные дела прекращать по отношению к ним. Но они признали свою вину. Идем дальше. Второй. 2003 год. Реструктуризация Генерального соглашения с компанией Камека, вследствие которой доля Кыргызской республики в компании Сентера была занижена на 25,7%, то есть на 7,3 миллиардов сомов, по которым к уголовной ответственности за коррупцию привлечен бывший президент Аскар Акаев, объявлен в розыск. Третий. 2009 год. Заключение соглашения о новых условиях по проекту «Кумтор», по которому к уголовной ответственности за коррупцию привлечены экс-премьер-министр Чудинов, дал согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности. Экс-председатель правления ООО «Кыргыз-Алтын» Аджакыпов дал согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности. Экс-директор геологии Курманалиев объявлен в розыск. Экс-председатель Совета директоров Кыргыз-Алтын Элисеев объявлен в розыск. Представитель канадского инвестора Сазанов объявлен в розыск. Сын бывшего президента Максим Бакиев объявлен в розыск. И бывший президент Курманбек Бакиев объявлен в розыск. То есть это 2009 год. Четвертый, 2012 год. Сговор, направленный на срыв принятия решений о пересмотре условий сотрудничества Кыргызской республики с компанией Сентера в пользу интересов страны, по которому к уголовной ответственности за коррупцию привлечены экс-спикер Жогорку Кеңеша Асылбек Жээнбеков под стражей, депутат Жогорку Кеңеша Төрөбай Зулпукаров под стражей, экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов под стражей, экс-представитель президента парламента Данияр Нарымбаев под стражей, экс-депутат Жогорку Кеңеша Искак Пырматов под стражей, экс-депутат Жогорку Кеңеша Талант Узакбаев заключил соглашение о сотрудничестве, домашний арест. Экс-депутат Жогорку Кеңеша Батырбеков Алмаз заключил соглашение о сотрудничестве, домашний арест. Экс-представитель правительства парламента Динара Молдошева, подписка о явке. 2014-2017 год. Заключение стратегического соглашения с компанией Сентера и вынесение поправок в Водный кодекс Кыргызской республики, по которому к уголовной ответственности за коррупцию привлечен экс-первый вице-премьер Тайырбек Сарпашев. Он заключил соглашение о сотрудничестве, домашний арест. По данному эпизоду ведется активная работа, направленная на установление круга всех лиц, причастных к коррупции по данному эпизоду, по результатам которой юридическая оценка будет дана бывшему президенту Атамбаеву, бывшему премьер-министру Исакову, бывшие ответственные должностные лица профильных министерств и ведомств, ответственные работники и представители компании Сентера. Шестой. Вывод из центра ЗАО Кумтор Голд Компани 500 миллионов
долларов США под видом займа с последующим оформлением в качестве выплаты дивидендов. Это 2017 год. То есть с Кумтора вывезли, практически украли $500 миллиарда. Этот факт установлен. По данному эпизоду ведется активная работа, направленная на установление круга всех лиц, причастных к коррупции по данному эпизоду, по результатам которой юридическая оценка будет дана Атамбаеву, Исахову, бывшие ответственные должностные лица профильных министерств и ведомств, а также ЗАО Кумтор Голд Компани и Компани Сентера. Аналогичная ситуация была в 2012 году. Президентом правления Кыргыз-Алтын являлся Джапаров Дилгер, который был осужден и отбыл наказание. С учетом установленных расследованных фактов коррупции и не отвечающим интересам народа Кыргызской Республики, условий коррупционных соглашений с канадскими инвесторами, следствием совместно с Генеральной прокуратурой Республики инициирован процесс денонсации всех соглашений с канадской стороной по проекту Кумтор и отмены внутренних нормативных правовых актов, не отвечающих интересам страны. То есть нами, следствием ГКМБ Кыргызской Республики, инициирован процесс перед правительством Кыргызской Республики о выходе из соглашения 2009 года и ниже других соглашений, которое приведет к выходу кыргызской стороны из состава ЗАО Сентера Голд.